Сейчас мы живем в обществе осознанного потребления. Даже мусор надо выкидывать правильно. А лучше не выкидывать, а использовать повторно. В Уфе проходит городской экологический праздник. В честь этого в рамках мероприятия открылся пункт приема вторичных ресурсов. Здесь можно сдать свои завалявшиеся без дела вещи. Уверена, что они есть у каждого. Вот на примере обычного стаканчика. Трубочку и крышку мы выкидываем в пластик, а стаканчик – несортируемые отходы. Можно сдать вторсырье. Стекло, батарейки, пластик, макулатура и железо. Все это пойдет на переработку. Или же одежда. Она пойдет на благо нуждающимся. Можно не только сдавать, но и приобретать одежду, сданную другими людьми. Экобахилы, экомешочки из второсырья, экологически чистые мыльные средства, или же посуду и различные безделушки. На месте события работают обычные волонтеры, и у каждого из них есть своя точка. Кстати, посуда, которую они продают, кастомизирована людьми с особыми потребностями. Такую возможность предоставил семейный инклюзивный социальный центр «Улей». Мы отыскали организатора этого маленького, но очень нужного мероприятия. Если зрители захотят тоже поучаствовать в гаражной распродаже, то с чего им нужно начать? Для начала нужно рассортировать свои вещи. Что-то, допустим, как я сортирую свои вещи. Вот. Так скажем, которые я не ношу вещи где-то год. Я их обязательно фотографирую, стираю и выкладываю, допустим, на Авито. Какие критерии должны быть у одежды, чтобы ее точно приняли на гаражную распродажу? Не должно быть пятен, не должно быть каких-либо дыр, вот получается, не должно быть каких-либо погрешностей, вот. И получается, тогда уже можно приносить мне на гаражную распродажу, обязательно, чтобы были постираны. Параллельно проходят мастер-классы для детей и взрослых, участие в которых может принять каждый желающий. Тут можно помочь создать тактильную картину, которая будет помещена в центре для незрячих людей, задекорировать в своем стиле глазурью пряник, или же разукрасить брелок и унести такой грибочек себе на память. Еще, при вашем желании, вам могут рассказать еще больше о переработке мусора, как это происходит, какие вещи из этого получаются. Такой упорный труд волонтеров очень вдохновляет на добродетельность. Начинаешь понимать, насколько важно следить за здоровьем планеты и ее чистотой. На таких мероприятиях можно приучить себя быть более экологичным и найти для себя много стильных вещей. Дина Рафикова, Рамазан Мусин, специально для ГР Новостей.